Я хотел поговорить о как обращаться к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля и как Аллах отвечает на наши просьбы. Есть какая-то, не знаю, как это назвать, ошибка или какая-то системная ошибка, да, вот многих мусульман, они принимают вопрос обращения к Богу слишком такой церемониально, да, вот, когда говорят, вот у меня там денег мало, какой дуа, чтобы заработал больше? У меня долги, какой дуа? Есть ли определенная молитва, чтобы там долги закрылись? У меня детей нет, какая молитва, чтобы дети появились? У меня жена плохо себя ведет, как сделать, чтобы она успокоилась? Ну и так далее, да, то есть они думают, что вот у нас должен быть такой справочник, открываешь страницу, посчитаешь, заклинание, все в порядке. Понимаете, когда читаешь Коран, понимаешь, что это не совсем так, да? Даже вообще не так. Абсолютно не так. Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Бакара как раз про тему пост, соблюдение пост в Рамадане, да? То есть Всевышний Аллах говорит: «Кутиба алейкум сиям, кама кутиба алладина мин кабликум», да? Предписан вам пост, как был предписан тем, которые были до вас, лааллакум таттакун. И дальше аяты про соблюдение поста, правила. А потом есть, после этого есть такой аят очень интересный, где Аллах Субхану Тааля обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Там, если тебя спросят обо мне, вот на самом деле вот вопрос яс'алунака, если тебя спрашивают. В Коране есть часто вот так мы видим такую формулу. О Мухаммад, тебя спрашивают, например, про садака. Так скажи им, садака платится из лишней, да? То есть человек заработал и какие-то деньги выше его, больше, чем его, скажем, необходимость достаток, вот он оттуда просто расходует. Спрашивает тебя, как женщина должна молиться в такой определенной. Спрашивает тебя, как дружить, не дружить, или как воевать. Ну, есть всегда вопрос. И всегда Аллах говорит: скажи им так, так и так. То есть формула: спрашивают тебя, так ответь им так. И вот это единственный раз, который говорится, спрашивают тебя обо мне, ведь я близок. Он даже не сказал: о, Мухаммад, скажи им, что я близок. Чтобы даже вот это посредничество пророка совсем даже здесь не должно быть. Спрашивают тебя, так ведь... И он начал обратиться к нам сразу. Он даже не Мухаммаду, саллаллаху алейхи, говорит: о, Мухаммад, скажи, что я близок. Это удивительный аят. Аллах Субхану Тааля говорит: я близок. Инни кариб, я ведь близок. Ужибу дават адда. Я отвечаю на зов просящего. Субханаллах. Так ответьте мне. То есть Аллах сравнил наши просьбы, как будто мы ему отвечаем. Говорит: я к вам обращаюсь. Почему вы ко мне не обращаетесь? И когда мы начинаем изучать жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и жизнь его сподвижника и сподвижницы, мы начинаем понимать, как первые мусульмане понимали этот аят. Как они обращаются к Аллаху Субхану Тааля. И меня всегда удивляло вот эти сподвижники, которые, это рыцари, да, это воины, которые сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть могилы сподвижников здесь, в России, да, в Дагестане, например. Есть могилы сподвижников в Китае, есть сподвижники, которые похоронены там в Марокко. То есть это люди жили, да, в Аравии, но они со словом Аллаха Субхану Тааля по всей земле донесли слово и умерли так далеко от родины. Я когда помню последний раз в Дагестане, у могилы сахаби, мне привели к кладбищу, где похоронены 40 сахаби практически. И я им дуа говорил: вот, говорю, Субхану, вы не зря погибли, да? Альхамдулилля, эта земля стала мусульманской, здесь все мусульмане вокруг. Я удивился, это же мои земляки, тоже арабы, я тоже. Но я-то приехал в Россию не с такими великими целями, да? Я приехал учиться, там это. А эти люди ехали в такой далекой стране, чтобы и погибли здесь. Сначала их встретили даже агрессивно, их убили. Но их слово осталось, и, альхамдулилля, люди приняли. Так вот, это люди, это герои, это сильные личность, не боятся ничего. Но когда читаем, как они обратились к Богу, они оказались очень простые, милые люди, удивительно. То есть, например, один сподвижник завязывал шнурок на обувь и порвался шнурок. И он что делал? Я Рабби, Господи, Рабби, шнурки. Жалуется Аллах, как ребенок. Да, как ребенок идет к маме. Вот такие сахабы были. Когда соль заканчивалась, еда там
У нас соль заканчивается, идем с соседям, правильно? Там, а здесь соль это самые дешевые, скажем, да, пищевая добавка, ничего такого. Но они говорят, ой, араб, вот у меня соль. Да. Они, Али ибн Аби Талиб, известный рыцарь, воин, говорили, что его бицепсы двумя руками не могли хватить, такой сильный человек. Но когда болел, люди слушают, как он стонал. Там говорят, почему ты воин? И ты? Говорит, я перед Аллахом буду так жаловаться, не буду там сидеть, я крутой. Нет, я перед Аллахом. Субханаллах, вы знаете, вот такое отношение. То есть он, человек, все время, у него есть диалог с Аллахом, субханаллах. Жалко, что некоторые учителя наши, они нас как бы немножко вот так, сначала посмотрели в сторону кибля, омовения, на арабском языке, возьмете бумажку, там, так осложнили ситуацию. На самом деле, достаточно, говорит, я раб, Господи. Мухаммад саллаллаху говорит, если человек скажет, я рабби, как по-татарски, раббим, да? Я рабби, Господи, да, о мой Господь, Господи, да, просто достаточно, я рабби, то Аллах субхану тааля отвечает, пророк саллаллаху говорит, лаббейка я абди, лаббейка я абди, лаббейка я абди, трижды. Вот здесь, о мой раб, вот я здесь, моя рабиня, я вот здесь, моя рабиня, я вот здесь. Аллах трижды отвечает. Просто каждый раз, вот надо верить в этом, что каждый раз вы говорите, я раб, Аллах субхану тааля отвечает вам, вот я здесь, вот я здесь, вот я здесь. Аллах. Неужели после этого, я не знаю, почему я не делюсь все, что я хочу с Аллахом субхану тааля. Действительно, все, что, когда я радуюсь, я говорю, Аллах, спасибо, альхамдулиллах. Хвала тебе, да? Спасибо, что ты мне дал, мне облегчил решение этого вопроса. Если какая-то трудность встречать, Боже, помоги. Господи, помоги. Говори на своем языке, на языке понятном для тебя. Зачем ты осложняешь? Даже когда у тебя проблемы. Никогда говорят, о, у меня грехи столько. Я еще и намаз не особо. Я там особо грехи такие. Ну, так именно и в грехах и проси. Так и скажи, я раб. Я люблю тебя, я хочу поклониться тебе, но у меня вот это, помоги мне это преодолеть. И не удивляйтесь, да, так и есть. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям учил нас очень красивый дуа. Он говорил нам, после молитвы он обращался к Аллаху. Наверное, многие из вас знают этот дуа даже на арабском языке. Аллахума инна аля зикрика, ва шукрика, ва хусни ибадатик. Часто в мечетях имамы читают этот дуа, и мусульмане много знают. Так что это означает, эти слова? Аллахума инни аля зикрика. О Аллах, помоги мне помнить о тебе. Подумайте. Я всегда думал, вот это, что за дерзость? Как это я Богу, Господу Богу, всемогущему Богу, говорю, помоги мне о тебя помнить. Не все время помню о тебе. Господи, помоги мне о тебя помнить, субхану. Аллах это позволяет нам так просить? Да. Представьте, если я своей жене говорю, слушай, я тебя все время забываю, ты меня напомни? Говорит, ага, конечно, попробуй забыть. А видите, Аллах субхану тааля говорит, да, просите Аллаха, да, чтобы о нем мы вспомнили. Еще дальше. Ва шукрика. О Аллах, помоги мне благодарить тебя. Брат, ты поможешь мне 1000 рублей, дашь мне в долг? Да. Потом позвони мне, чтобы я тебе спасибо. Хорошо? Ты мне напомнишь, чтобы тебе сказать спасибо. Как это? А Аллах субхану тааля так и говорит, анна аля шукрика. Да, помоги мне благодарить тебя. Ва анна аля хусни ибадатик. И помоги мне поклониться тебе должным образом. Я не должным образом поклоняюсь, помоги мне. Аллаху. Даже так, даже это можно просить, да. Нет границ. Все просите. Что бы с вами ни случилось, не ищите. Там, я помню одного шейха, грамотного ученого, женщина, сестра звонила ему, говорит, шейх, у меня есть проблемы, там мне сказали, вот твой номер, я искала долго этот номер, чтобы ты мне помог. Говорит, у меня есть номер, который тебя намного быстрее поможет тебе. Говорит, какой? 2, 4, 4, 3, 4. Да, количество ракатов молитва, да, пятикратная молитва. Вот иди молись и помоги. Вот. Нас тоже часто учили так, что в молитве только слова, что есть в молитве, ничего нет, больше не надо. А на самом деле это неправда. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, что человек ближе всего к Аллаху, когда он землепоклон, да, суджуд. Это ты когда в суджуд делаешь, ну, например, мы читаем слова, которые обычно мы в суджуд читаем, Субхана Раббил А'ля, слава тебя моему, да, Господу моему высочайшему, да? А потом, о Аллах,
Вот у меня так, и хочу это, и то, и защити меня от этого. Да, пожалуйста. Почему бы нет? Я не понимаю, почему... Говорят, а что можно... А как это? Переведи меня на арабский. А кто вам сказал, что Аллах только понимает на арабском? Субханаллах. Аллах наш Господь, нас всех. Коран нельзя читать на другом языке, понятно? Потому что это чтобы не было искажений. Ну, кто сказал, что дуа должен быть на арабском? Нет. Это, нигде об этом не говорится. Дуа это должно быть от сердца. От вас должно быть искренне. Даже когда вы слова говорите не то, Аллах знает, что вы хотите. Известная история, когда один бедуин потерялся в пустыне и думал, что все, пропал. Его верблюд с водой, с едой убежал, пока он спал. Он думал, что все, пропал я. И он лег под дерево, думал, умру просто с голоду, ну, подожду смерти здесь. Когда проснулся, верблюд, оказывается, вернулся. И он так обрадовался, и он сказал, поистине, о Аллах, я твой Господь, и ты мой раб. Перепутал слова. И Мухаммад сам улыбнулся, говорит, вот от радости перепутал слова. Он говорит, как он посмел? Ай-яй-яй. Нет. То есть Аллах же знал, что он хотел. Неважно, даже хотя он говорил, это неправильно. Но, с другой стороны, чтобы у нас было правильное понимание, как Бог отвечает на наши просьбы. Вот если я, опять же, пример, когда я сказал, брат, помоги, мне нужно 1000 рублей, вот он дал мне 1000 рублей. Я вот как думаю, он так понимает, мою проблему это в 1000 рублей, я мою проблему вот... И вот он понимает, могу помочь или нет, да? Аллах, субхану тааля, не так, как мы понимаем наши ситуации. Он божественно отвечает обязательно. Первое, надо быть убежденным, что он отвечает. Если кто-то из нас сомневается, что Аллах ответит, к сожалению, заранее вам скажу, не будет никакого результата. Просить надо быть уверенным, что Аллах ответит. Это одно из условий. А то Аллах не любит, кто хочет его проверять. Аллах высшая проверка. Была такая история, один праведный человек из табиин, из поколения после сахаба, он получал зарплату вместе с племянником. И вот он всегда расходил, племянник видит, что он раздавал все это зарплата, помогал людям и так далее. И целый месяц жил. Всегда у него деньги. И племянник говорит, дядя, ну я не понимаю, откуда у тебя деньги? Я видел, как ты все расходовал, у тебя других доходов нет. Говорит, я скажу тебе честно, но ты не будешь там сомневаться. Говорит, нет, скажи. Говорит, честно, я когда возвращаюсь домой, подушку поднимаю, всегда там деньги какие-то. Да, говорит, да. И он взял эти деньги, тоже израсходовал. Идет домой, подушка поднимает, денег нет. Матрас, билетки под это, нету, ничего нет. Я говорю, дядя, ты мне подвел. Говорит, я когда это даю, я уверен, что Аллах мне возместит. А ты пошел проверить. Когда ты отдавал, хотел проверить. Неужели Аллах правда меня возместит? Поэтому Аллах не играет в наших этих играх. Поэтому, когда мы просим уверенно, Аллах Субхану Тааля отвечает обязательно, но по-своему. Как? Например, я почему просил это 1000 рублей? Может быть, я хотел купить лекарство, потому что я болел. Аллах Субхану Тааля не сделал так, чтобы я заработал 1000 рублей. Он может сделать так, чтобы я исцелился от этой болезни, и проблема исчезла сначала. Понимаете? Может быть, человек думает, вот женюсь я, Фатима, вот все, я счастье будет у меня. Я раб делаю так, чтобы я женился, чтобы она сказала да. А потом смотрю, она говорит, мне нет. И сначала думаешь, вот Аллах меня не услышал. Да. А на самом деле, Аллах Субхану Тааля знает, что вот с этой Фатимой будет у тебя не очень хорошая жизнь, может быть, да? И он, да. То есть он, да, для чего ты хотишь жениться? Вот чтобы ты был счастлив, чтобы были это. А она не та, которая тебя даст счастье, допустим. Вот, поэтому иногда мы думаем, что Аллах нам не ответил. А на самом деле Он дал нам, что лучше. Просто Он видит шире, чем мы видим. Больше, чем мы. Поэтому, когда делай дуа и расслабься. Проси Аллаха и все, успокойся. Дальше, что будет, я уверен, что Он меня услышал. Я уверен, что Он будет давать мне. Но Он отдаст, как Он пожелает. Когда надо. Да? Даже так сказано, Пророк ﷺ сказал, что Всевышний Аллах Субхану Тааля бывает так, что Он никогда не... То есть Он или отдаст тебе, что ты просишь, или Он отдаст тебе лучше, чем ты просишь, или Он отдаст тебе по-другому, лучше, чем как, да? И есть такой вариант, что Он не предписан тебе это в этом мире. Бывает так, что кто-то из моих родственников, которые очень тяжело болел, я просил Аллаха для него исцеления. Но было предписано, что человек умрет. И ты думаешь с первого взгляда, ну, мой дуа не принят. Нет, Аллах принят твой дуа. Просто Он предписал, вот это же кадар. Потому что Аллах не меняет свое... Вот мы все как, должны родиться и должны умереть. Это есть вещи, которые законы Аллаха.
Но раз ты просил, Аллах твои просьбы не оставит без ответа. Как? Он компенсирует тебя в ахирате. Судный день, иншаллах та'аля, когда мы все вместе, да, Аллах, что мы увидимся еще в раю, иншаллах, и вспомним, что мы одни из вечеров Рамадана встретились и втором месте. И вот, вы знаете, Аллах Субхану та'аля говорит, вот твое место в раю. И потом он скажет, и ты просил то, и третье, и четвертое, да? И эти вещи ты просил, и я тебя не дал в этом мире. И я компенсирую тебя здесь. То есть ответ получается, он все равно, наши просьбы не ушли никуда. Но он отдал нам в ахирате. И пророк Мухаммад саллаллаху скажет так, он сказал так, что многие люди что скажут? Скажут, эх, если бы Аллах не ответил нам ничего в этом мире, или лучше бы оставил туда. Потому что вы подумаете, я хочу, чтобы был у меня дом. Ну, получил, Аллах дал тебе дом. Ну, сколько ты на этом мире будешь находиться? 60, 70, 80, 100 лет? Ну, потом все, расстанешься. И этот дом уйдет к другим людям. А если он скажет, не предписано тебе этот дом в этом мире, Аллах не даст тебе дом в этом мире, он скажет, вот тебе дом в раю. Есть сравнение? Там вечно. Ал-ахирату хайрун ва абака. И вечная жизнь, ахират лучше и более долговечная. Она вечна. Поэтому, вот в заключение, мои братья и сестры, делайте ваше отношение к Аллаху Субхану та'аля проще. Обращайтесь к Аллаху Субхану та'аля все время. Когда вы работаете, когда вы отдыхаете, когда пусть будет у вас мысль, вот что-то не так, всегда в голове что-то не то, я раб. Не обязательно даже вслух. Иногда просто мысленно обращаться к Аллаху Субхану та'аля. Вот ближе к вам, Аллахе, вы знаете, Аллах обижается, когда к Нему мы не обращаемся. Люди обижаются, когда слишком много. Даже мать родная. Я рассказываю себе, у меня брат младший. Младший, немножко так, мамин сынок. И он, хотя он взрослый уже дядя такой, да, но он звонит, мам, там, на работе меня так, ой, бедный. Мам, что, жена так что-то, а я как она могла? Мам говорит, хватит уже, сколько ты мужчина уже? Я устала, а ты занимаешься чем-то. Даже мама родная будет сказать в какой-то момент, хватит уже. А вот люди, наоборот, обижаются и устают, когда мы постоянно у них просим, правильно? А вот Аллах, Субхану та'аля, наоборот, совсем наоборот, обижается на нас, что мы не обращаемся к Нему. Разве можно упустить такой шанс? Он тот, который может всегда. Любой человек вы можете просить, он хочет вам помочь, но он скажет, я не могу. Аллах, Субхану та'аля, выполняет свои обещания всегда. Любой человек может обманывать, а Аллах никогда не обманывает. Человек может забыть, а Аллах не забывает. Так что стоит или нет? Поэтому давайте возродим вот эта исламская традиция, убрать все посредники. Вот наша религия в этом и заключается. Ислам именно отличается от всех религий, что это та религия, которой мы знаем, что между нами и Аллахом нет преград. Прошу Аллах Субхану та'аля, что Он простил нас все грехи, Раббил Аламин, что Он принял наш пост и наш садака, кто сегодня, кто пожертвовал, Всевышний Аллах, что вам получили награды сполна, все, кто пригласил нас на этот стол. Джазакум Аллах хейр, спасибо большое за Бигзур Рахмат.